А оно время раньше показывало или что? Полосой надо было. Да. Мне сказали, если далеко не делать, да, сказали, очень нет. Так сказали. Не, ну а что, это все, на ошибках же учатся. Сколько ключей было? 9. Много. Серьезно? Хотя должно быть наоборот. Или у вас уже намолено? Да? Я так понял. По идее, вот все команды играют из хозяева. Поедем вот так написано. Это, ну, просто у нас, вот, допустим, в Хабаровске, Хабаровск играет, у нас здесь слабо, хотя, да, а команда-то первая линия, КНЛ. Ребята все равно ловили, он не улетел. Я видел, здесь лежал мяч. Они собирали и его собрали. Да, чуть скажете, что вот Я уже поняла, что нам сегодня... Лучше бы инспектор был, как обычно, дистанционно. Ну вот что, ребят, прибавляем. Не, это ну, конечно. Там. Которые нам с углового забили, да? Видно, вот. Мячик только говорит, да. В кабинете стоял. Сел, мяч в кабинете стоял. Сейчас бы на чили, да? Шампанского. А сумка с мячами не принесли, да? Тащили куда-то.
Мы же сватаем самые фактурные, да? Одни такие, Непонятно там, как почему-то способ оказался. обычно нету, а так появилось. Парнишка вот Солдана написал. Да, это футбол. Ну, ему 16 лет. Правильно? Где вот на нем телевизор просмотр? Да. Вот же любители. Солдана, кто его знает? Урана. Полоновский его знает? Вон он пришел, он мне написал, можешь я буду посмотреть? Я говорю, ну, рекомендации есть? Да, Саша Полоновский, что про него говорит? Можете вы так? Он тоже в красной майке сидит. Не, он там. Уже опаздывает. Да, да, да. Я его озадачил. Миша там. Сколько он там? Ну, сейчас спрашивал, сколько стоит что? В этой не оплатили, там счет закрыли. Поэтому они не должны предоставить. Вроде предпоследний домашний программа «Груди». Как добрый, без косяков, не таблоны, истории, не таблоны. Нет, фотограф что-то говорил. А фотограф что, обязаловка тоже? А? Фотограф что, обязаловка? Да. Ты сам можешь. Освобождаем техническую зону. Поздравляю. Скорая пока. Будет. Пока будет или... Попозже. Бля, мне манишка нужна тогда, да? Правильно. Инспектор туризма. Да. А прошлую игру не он был? Прошлую? Да. Прошлую не он. Прошлый был. Ты сказал, что это с Владивостока, блядь. Как? Ютуб. А, из Владивостока. Потом тогда будет. Микрофон, а? Скорая нету. Едет, говорит. Без скорой не накрывает. Я разрезаю. У нас же заявки и договор была, тогда они, что они не выполняют? Да, вы сразу заплатили? Я не платил никак. Ну, эту игру не платили еще.
Вот сразу оплаты нету и сразу оплаты. Сказали, а? Что стоим? Кого ждем? Добрый день, уважаемые зрители, любители футбола. Приветствую вас на стадионе Туймада.
И сегодня в рамках 14-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения состоится игра между командами «Шор» номер 2 Комсомольск на Амуре и «Арктика» город Якутск. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня на стадионе Туймада встречаются команды «Арктика», «Шор» номер 2, город Комсомольск на Амуре. Прослушайте составы команд. Состав команды «Арктика». Александр Лазарев, номер 30. Тимур Сивцев, номер 11. Никита Урай, номер 7. Артем Турляков, номер 15. Ярослав Волошин, номер 19. Никус Татарников, номер 18. Айтал Филиппов, номер 20. Никита Гонзяков, номер 17. Константин Ковалев, номер 5. Алексей Башуров, номер 14. Главный тренер Прокопий Владимирович Федоров. Команда «Шор» номер 2, город Комсомольск на Амуре. Владислав Старыгин, номер 1. Роман Будько, номер 5. Виктор Соболевский, номер 15. Владислав Шафоростов, номер 3. Роман Фефилов, номер 2. Алексей Тан, номер 11. Глеб Васильев, номер 17. Никита Рогозин, номер 7. Иван Зайцев, номер 8. Александр Булдыгин, номер 14. Иван Абрамов, номер 10. Тренер команды Антон Николаевич Береза. Судья в поле Макар Янчук, город Владивосток. Судьи на линии Роман Кирин, Никита Зубарев, город Якутск. Начало матча. Мяч вводит команда с центра поля, команда города Комсомольска на Амуре. Небольшая задержка. Судья дает свисток. Игра начинается. Поехали. Борьба на половине. Знакомьтесь с составами играющих Команды «Арктика». Башуров выбивает мяч в центр поля. Комсомольск на Мяч Амуре. Угая. Угай бьет вперед. Гетры белые. Здесь центральный защитник отдает передачу Будько в центр Номер поля. 1. Старыгин Здесь Владислав, обе вратарь. команды ошибаются, 5. теряют мяч Будько друг Роман. друга. Мяч Номер 15. Татарникова. Соболевский Татарникова Виктор. делает передачу вперед на Волошина. Номер 3. Но гости выбивают мяч за боковую линию. За боковой линии Шарапостов Владислав. Номер 2. вводит Фефилов Роман. мяч Номер 11. Тан Алексей. Номер 17. Филиппов. Васильев Глеб. выбрасывает Номер 7. Рогозин Никита. мяч. Номер Наши 8. хозяева поля Зайцев Иван. теряют передачу. Номер И гости 14. Булдыгин делают длинную Александр. передачу на половину Номер команды. 10. Абрамов Арктика. Иван. Ковалев передает мяч Угаю. Главный Угай тренер команды не точно Бекиза играет, мяч Антон остается у Николаевич. гостей. Нарушение правил со стороны Арктики. Пробивает штрафной команда Команда Комсомольска на Амуре. Арктика, город Якутск. Будько. Футболки синие, гетры синие. Номер 30. Смотрим. Лазарев Александр, вратарь. Передача будет Номер в штрафную 11. площадь. Сивцев Тимур. Номер По всей 7. вероятности. Угай Никита. Номер 15. Турляков Артем. Номер Задержка. 19. Бьет Волошин штрафную Ярослав. площадь. Идет Номер борьба. 18. Татаринов Никус. Гол. Номер 20.
Филиппов Айтал. Повторение. 17 Гамзиков Никита. Номер 5 Комсомольска Ковалев Константин. на Амуре. Номер 14 Точно так Пашаров же на Алексей. первых минутах был забит Номер 9 Лыткин мяч Арсен. головой. Тренер команды Было Федоров нарушение Прокофий правил, Владимирович. передача в штрафную, и хозяева тогда открыли счет. Здесь гости повторили такую же комбинацию. Защитники ошиблись, и счет открыт. 1-0. Мяч забил Иван Зайцев. Мяч в ворота Снова команды Арктика. наши футболисты Город Якутск. Забил обороняются. Зайцев Иван, номер 8. Гамзиков выбивает Команда мяч Шор номер 2. за город боковую Комсомольск на Амуре. линию. Гости будут водить мяч из-за боковой линии. Правый защитник, левый защитник Будьков Судейская вводит мяч бригада. из-за боковой Главный линии. судья Янчук Макар, Вбрасывает. город Владивосток. Первый помощник судьи Зубарев Никита, город Гай Якутск. Выбивает Второй мяч наполовину судьи гостей. Гости Кирилл подбирают Роман, мяч. город Снова Якутск. в центре Резервный на своей судья половине Кирилл Захар, комбинируют, город Якутск. передают друг другу передачи. Инспектор матча Играет Лихачев неточно, Константин, мяч город уходит за Хабаровск. боковую линию. Баширов из-за боковой линии будет вводить мяч в игру. Да, неожиданное начало. Первая атака. Защитники, я думаю, тренер объяснял защитникам, чтобы быть внимательны с первых минут. Но повторилась такая же ситуация, как в Комсомольске на Амуре. Нарушение в центре поля. Хозяева нарушили правила. Шеф-Ростов передал передачу на левый фланг. С первых минут все атаки на половину Якутска идут через левый фланг. Нарушение правил. Мяч Гамзикова будет водить в игру. Передает Баширова. Баширов возвращает Гамзикову. Гамзиков делает длинную передачу наполовину гостей. И мяч уходит на угловой. Ошибся вратарь. Не смог остановить мяч. И мяч ушел на угловой. Угловой. Посмотрим, как наши сыграют. Подает мяч Баширов. Оставляет Гамзикову. Навес. Штрафную. Здесь неудачно играет Филиппов. Мяч попадает в руку. И судья останавливает игру. Со своей штрафной, вратарской пробили штрафной. Мяч Фифилова. Фифилов возвращает обратно капитану команды. Борьба идет в центре поля. Мяч гостей. Волошин забирает мяч. Но от ноги гостей уходит, игрока гостей уходит мяч за линию ворот. Мяч в штрафной площади Арктики. Лазарев вводит мяч к центру поля. Сивцев. Волошин. Татарников делает передачу на половину гостей. Здесь мяч. Удар. Хороший удар. Получился метров 16.
Это пробил Лыткин. Ну, хорошо сыграл вратарь. Ввел мяч в игру и снова левый защитник делает передачу на половину хозяев поля. Здесь хорошо играет Ковалев. Отдает вратарю Лазарев. Лазарев передает мяч вперед на Угая. Угай теряет мяч. И мяч от гостей уходит за боковую линию. За боковую линию будет мяч вводить Башваров. Идет борьба. Мяч остается у гостей. Башваров выбивает за боковую линию. В прошлом туре Артика играла с Сахалином, проиграла на своем поле 1-0. Посмотрим, как сегодня сыграет. Я с тренером разговаривал перед игрой. Это, если смотреть турнирное положение, Комсомольск-на-Амуре находится на 3-м месте, показывает хороший футбол по отзыву специалистов. Но Копий Владимирович пообещал, что сегодня команда наша выйдет, покажет красивый, хороший атакующий футбол. Но прошло 15 минут, мы проигрываем 1-0. Игра ровная. Мяч в основном находится в центре поля. Филиппова мяч, делает передачу на Волошина. Татарников делал вперед передачу на Угая, но передача-то не дошла. Мяч у гостей. Снова левый защитник Будько делает передачу вперед. Гамзяков подбирает мяч. Борьба идет в центре поля. Мяч остается Комсомольска-на-Амуре. Хорошо играет Ковалев, забирает мяч, передает Турликову. Турликов в центре поля теряет мяч. Гости атакуют. Это Зайцев. Зайцев делает прострельную передачу. Хорошо играет Федоров, выбивает мяч в центр поля. Ищивцев делает передачу Волошину. Волошину передал мяч Ковалеву. Ковалев передает вперед на поле гостей. Мяч на половине гостей. И от наших футболистов уходит за боковую линию. Будько вводит мяч. Нарушение правил. Ввел мяч за боковой линии. Хозяева поля нарушили правила в центре поля. Снова мяч Будько. Перед Шафоростову. Шафоростов играет на Фефилова. Нарушение правил у наших футболистов. Гости вели мяч в игру. Зайцев делает передачу на Фафилова. Фафилов прострельную передачу, удар. И хорошо сыграл вратарь наш Александр Лазарев. Забирает мяч. Вводит сильно в центр поля. Идет борьба. Мяч в гостей. Перепасовка головой. Снова в гостей делают передачу направо на Зайцева. Мяч уходит от нашего футболиста Филиппова за боковую линию.
Снова передача Фифилов делает штрафную площадь, выходит из ворот. Лазарев забирает мяч и отдает Филиппову. Нарушение правил. Гости будут прибивать штрафной. Но если смотреть по ростовым данным, гости немножко повыше. И будет, по всей вероятности, передача в штрафную. Смотрим. Судья отодвинул. Передача. Удар. Снова гости бьют по воротам. И мяч уходит за боковую линию. Вот мы смотрим повтор. Мяч неудачно принял на один из нападающих Комсомольска. Мяч ушел за боковую линию. Татарников делает длинную передачу на Угая. Здесь Будько хорошо играет, забирает мяч, отдает своему полузащитнику. И Баширов нарушает правила. Снова нарушение правил. Мелкий фол. Примерно с того места, где был забит первый гол. Будько бьет снова вперед, в штрафную. Гости борются, хозяева отбивают. И Ковалев выбивает мяч к центру поля. Идет борьба. Зайцев здорово принимает мяч, обыгрывает Филиппова. Но его подстраховал Гамзяков, и мяч ушел за линию ворот. Лазарев водить будет от ворот. Мяч. Смотрим, кому отдаст. Играет с Ковалевым. Ковалев делает длинную передачу на Лыткина. Лыткин неудачно принимает мяч. И гости снова впереди. Хорошо Костя играет, Ковалев. В подкате забирает мяч, снова делает передачу на Угая. Угай опередил Будько и снова посылает мяч в штрафную. Наши игроки не могут подержать мяч. Преимущество в эти минуты на стороне Комсомольска. Но в центре поля футболисты Комсомольска на Амуре нарушают правила. Мяч у Турдлякова. Бьет штрафную. Борьбы не получилось. Вратарь спокойно забирает мяч. Вводит в игру на Будько. Будько длинную передачу сделал наполовину якутских футболистов. Но Костя Ковалев выбил мяч на угловой. Угловой. Сейчас небольшое преимущество команды гостей. Зайцев подает угловой. Ярик ближе к игроку, вообще впритык Смотрим, как он подаст. Подачи. Снова ошибаются наши футболисты. Снова с углового. Счет 2-0. Комсомольский на Амуре. На Амуре то же самое. 3 мяча забили со стандартных положений. Мне кажется, что футболисты Комсомольска на Амуре уделяют на тренировках много внимания стандартным положениям. Есть наигранные комбинации. Мы увидели, что снова повторяется та же история, как в Комсомольске на Амуре. Счет 2-0.
Мяч в ворота команды «Арктика» забил Соболевский Виктор, номер 15. Счет 2-0. Впереди команда «Шор». Гол забил город Комсомольск-на-Амуре. Виктор Соболевский, номер 15. Счет 2-0. Турляков делает передачу на Лыткина. И мяч уходит за боковую линию от наших гостей. Мяч вводит Баширов. Гости перехватывают. Мяч у гостей. Длинная передача на нашу половину. И гости нарушают правила. Штрафной. Штрафной будут пробивать футболисты Якутии. Костя Ковалев устанавливает мяч. Бьет в центре поля. Лыткин принял мяч. Сыграл неудачно, не смог остановить мяч. И мяч у гостей. Гости длинную передачу делают наполовину якутской команды. В Зайцева остается мяч. Зайцев обыгрывает. Филиппов делает прострельную передачу в штрафную площадь. Мяч забирает Лазарев Саша. Мяч Гомзякова. Филиппов. Сивцев. Играет неточно. И гости снова длинные. Они видят, что наши защитники ошибаются в верхних передачах. Снова делают длинные передачи в штрафную площадь. Гости мяч в гостей. Ковалев выбивает мяч в центр поля. Здесь идет борьба. Мяч Волошина. Лыткин. Угай. Мяч Баширова. Играет неточно. Борьба идет. Зайцев. Турляков играет. Пляжный волейбол. Играет мяч в воздухе. Наконец-то опустили мяч вниз. Гости контролируют на своей половине поля. Снова мяч Будько. В первом тайме сыграно 20 минут. Счет 2-0. Делает снова Впереди команда передачу «Шор» в номер штрафную 2. площадь. Город Комсомольск-на-Амуре. Мяч Гомзяков, Баширов. Неудачно играет. Мяч уходит за боковую линию. Мяч там у Пучко, просите здесь, что он туда только бьет. Гости вели мяч из-за боковой линии. Навес в штрафную. Снова удар. Как легко защитники дают пробить по воротам. Хорошо играет Лазарев. Забирает мяч в руки. Вводит мяч в центр поля. Здесь борьба. Мяч Турлякова. Передает Лыткину. Лыткин играет неточно. Делает неточную передачу. Мяч в штрафной площади хозяев поля. Лазарева. Лазарев сильно бьет в центр поля. Лыткин. Волошин. Волошин ошибается в передаче. Мы не можем наладить игру пас. Вторая передача. Ошибка.
и мяч забирают соперники. Нарушение правил. Садись, садись, не видим, Мяч, садись, подбор. мяча Турляков. Внимательно! Смотрит, куда делать передачу, будет бить поворотом. Бьет поворотом. Мяч входит за линию ворот. Старинин ввел мяч. Шафоростова мяч. Делает передачу на Будько. Будько возвращает передачу. Мяч в центре поля. Рогозин. Шафоростову. Мяч Шафоростов делает передачу на половину Якутска. И здесь два центральные ошибаются. Но все же в последний момент Гамзяков выбил мяч к центру поля. Снова мяч гостей. Гости контролируют положение на поле. Мяч у них. Ситуацию на поле. Рогозин. Будько. Обыгрывает одного, второго. Делает передачу в штрафную. Но здесь хорошо сыграл Филиппов. Выбил мяч на Волошина. И мяч от гостей уходит за боковую линию. Аут. Мяч вводит Баширов. Гердяков. Филиппов. Лыткин отыгрывает на Волошина. Мяч перехватывает Волошина. Гости и убивает мяч за боковую линию. Мяч будет вводить Баширов за боковую линию. Габзякова мяч. Делает передачу на Филиппова. Волошин. Сивцев. Сивцев теряет мяч. И снова мяч на нашей половине. Аут. Гамзяков мяч ввел. Неправильно. Судья просит повторить введение мяча. Мяч будет вводить наши гости за боковые линии. Феофанов ввел мяч. Филиппов выбивает мяч за линию ворот угловой. У наших гостей угловые штрафные — это как пенальти. За 2 игры забить 5 мячей — это надо уметь. От наших футболистов мяч уходит за линию ворот. Повтор. Подача на ближнюю штангу, и мяч уходит за линию ворот. Лазарев. Смотрим, кому будет делать передачу. Бьет центр на Татаринова. Мяч Сивцева. Сивцев возвращает обратно на Гамзякова. Сивцев. Волошин.
Волошин делает передачу на Филиппова. Филиппов делает передачу в штрафную, но не точно, и мяч уходит за ворота. Гости вводят мяч от ворот. Шафаростов. Ошибаются гости. Мяч Филиппова. Филиппов теряет мяч. И Зайцев делает передачу. В центр поля от наших футболистов мяч уходит за боковую линию. Фифилов мяч ввел за боковой. Мяч в центре поля. Петарников. Сивцев держит мяч. Нарушение правил. Штрафной. Хозяева поля будут бить штрафной. К мячу подходит Гамзяков. Внимательно! Шифоростов, выставляй людей! Смотрим, что наши футболисты придумают. Вот мы слышим, как наши болельщики поддерживают родители футболистов. Турляков бьет поворотом, мяч высоко уходит за линию ворот. Неудачно. Неудачно били мяч. Пробили мяч. Гости вводят мяч. Капитан команды Шафаростов, Фефилов, Зайцев, Лыткин, Волошин. И гости убивают мяч за боковую линию. Никита Гамзяков мяч уводит мяч в Сивцева, теряет мяч. Шпаростов делает передачу на Абрамова. Здесь перехватил мяч Лыткин. Лыткин потерял. И гости начинают новую атаку. Зачинатель всех атак слева — это Будько. Хорошее впечатление по сегодняшней игре он оставляет за прошедшие 30 минут. Мяч в центре поля. Борьба остается у гостей. В первом тайме сыграно 30 минут, счет 2-0 в пользу команды ШОР номер 2, город Комсомольск-на-Амуре. Сивцев вводит мяч от ворот. Гости перехватили. Снова длинная передача в штрафную. Борьба идет в воздухе. И мяч достается Лазареву. Лазарев ввел мяч в игру. Сивцев. Лыткин. Гости перехватили мяч. Шафаростов. Центр поля. Снова влево передача. Слева пошла атака. Гости контролируют мяч. Мяч доходит до Зайцева. Фефилов делает прострельную передачу. Мяч уходит за боковую линию от гостей. Филиппов мяч ввел. Здесь борьба. Гости перехватили мяч в центре поля. Ошибается передача.
И Никита Гамзиков передает мяч Ковалеву. Нарушение правил. Это Тарниковой. Передачу не с того места. Турляков пробил. Попросили повтор. Медленно. Ребята немножко устали. Конец первого тайма. Вася, помогай, уже смотри, сканируй поле, что ты стоишь, пока на мяч смотришь? Чуть пошли повыше! Ковалева мяч. Длинную передачу наполовину гостей. Гости перехватили мяч и контролируют мяч. Здесь с мячом Турляков. Но мяч уходит за боковую линию от хозяев поля. Гости вели мяч. Васильев делает передачу в штрафную площадь. Ковалев перехватывает, отдает передачу Лазареву. Лазарев вел неудачно мяч. И гости бьют поворотом. Это бил поворотом Васильев. Я напоминаю, счет 2-0. Впереди наши гости. Лазарев вел мяч на Башурова. Мяч в Башурова. Мяч передает на Гамзикова. Гамзиков смотрит, кому передать мяч. Филиппов. Мяч Волошин. Волошин на Татарникова. Снова у Татарникова мяч. Длинная передача на Волошина. Здесь гости играют головой. Забирают мяч. Мяч уходит за боковую линию от Зайцева. Мяч вводит в игру Филиппов. Филиппов, Лыткин. Лыткин ошибается, не останавливает мяч. Васильев. Здесь идет обмен. Потери мяча. И нарушает в этот момент гости нарушают правила. Штрафной. Уронили Угая. Мяч у Гамзикова. Устанавливает мяч. Все футболисты Якутска, кроме двух игроков, остались в защите. Остальные все в штрафную. Навес. Непонятно, что было. Передача в штрафную или удар по воротам. Мяч уходит за линию ворот. Гости вели мяч. Шафоростов делает передачу своему партнеру штрафной. Организовали небольшой квадрат. Здесь мяч у Сивцева. И снова нарушение правил у гостей. Турляков Антон с мячом устанавливает мяч. Болельщики просят, нужен гол. Удар неудачного. Навес штрафной. Лыткин бьет по воротам. Последний момент защитник гостей выбивает мяч с линии ворот подальше от ворот. Идет борьба в центре поля. Здесь гости вводят мяч в игру. Баширов. Опасный момент. Удар. И хорошо играет. Лазарев выбивает мяч на угловой. Угловой. Снова идет подавать Зайцев. Смотрим, что они сейчас покажут, какую комбинацию.
на ближнюю штангу. Снова опасный момент. Удар, штанга. Да, угловой, как пенальти. Снова мог после углового забить гол наши гости. Но хозяин помогла штанга. Счет прежний. 2-0. Волошин выбивает мяч в центр поля. Мяч у Соболевского. Васильев. Стефанов. Зайцев. Ошибается в передаче. Волошин. Гамзяков. Гамзяков делает передачу Филиппову. Филиппов на Татарников. Терлякова. И Терляков нарушает правила. Сзади бьет по ногам. Желтая карточка. Зачем он делал? Мяч на половине гостей. Заработал очередное предупреждение. Вот мы видим повтор, как бьет по ногам. Предупреждение в команде «Арктика» Вводит получил в игру. Турляков Ростов. Артем, номер 15. Ввод мяча. Гости принимают мяч. Зайцев. Мы видели, как Фефилов делал забегание, но Зайцев передачу. Вот выбил Филиппов. Мы смотрим в начале игры, больше атак шло слева, сейчас больше опасных моментов возникает справа наших ворот. Мяч вышел за боковую линию. Вот мяча гостей. Фефилов вводит мяч. Вперед, только вперед! Можно играть. Вводим мяч. Тренер подсказывает только вперед. Борьба в воздухе. Хозяева поля выбивает мяч. В центр поля идет борьба. Нарушение правил. У нас много было у гостей много было нарушений правил, были штрафные, но мы смотрим, что ни одного... аут. Я извиняюсь. Аут. Я по штрафным имею в виду, что ни одного момента не было штрафных моментов. Сивцев слева. И мяч от третьего номера Шапоростова уходит за боковую линию. Закончился первый тайм. Мы уходим, уважаемые телезрители, на перерыв. Счет 2-0. Впереди Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре. Закончился первый тайм встречи 14-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения. Между командами Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре, и Арктика, город Якутск. Счет после первой половины 2-0 в пользу команды Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре.
Доброго времени суток, дорогие любители спорта, в частности футбола. Мы начинаем прямую трансляцию матча 13-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Дорогие друзья, сегодня Арктика, местная Арктика, принимает футбольный клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Знаменитой кепки футбольного клуба «Барселона». Якутский Месси, так его прозвали в социальных сетях ЮФЛ. Ну что ж, стартовый свисток прозвучал, дорогие друзья. 13-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги Арктика-Сахалин. В ближний угол стенка из двух футболистов выстроена у якутян. И смотрим. Удар закручивается. Опасно. Видим, да, кто более заряжен. И сейчас будет удар. Артем Герасимчук будет подавать. И со своей рабочей левой ноги делают передачу. На дальнюю закручивал. 5 футболистов Сахалина я насчитал. Но подача прям... Ох, удар какой! Открывает счет Сахалин. Ну, скажем то, что... Отдадим должное, да, Сахалин на этот гол наиграл. Ну и давайте смотреть. Хорошая подача, но тут, да, 2 семерки у нас хлестнулись на линии вратарской, да, вот как локтем у нас работал Никита Угай. Но, думаю, надо было, конечно же, прыгать и бороться в воздухе, нежели оттолкать локтем капитан сахалинцев. Здорово они чувствуют друг друга, движение друг друга. Сыграны ребята. И вот сейчас Кадырбеков выходит на ударную позицию, делает передачу вдоль ворот, доигрывается эпизод. Но все это время был поднят флаг. Что получится сделать вторым темпом? Давайте смотреть. Захаров делал передачу. Дальше Лыткин получает мяч. Развернуться и попробовать пробить. Удар есть! Сейв! Сейвище Ильи Сиддикова. Хозяев поля. Лыткин хорошо увидел Артема Турлякова. Тот пробивал, но все делал правильно. Может быть, не в самый угол удар пришелся, но... Тут в динамике, конечно, он делал все верно. Ну и, конечно, выше всяких похвал сыграл Илья Сиддиков. Еще одна атака якутян. Захаров пробивал. И продолжается эта атака футболистов на отдых. 1-0 таков итог первого тайма. Смотрим, что придумает Арктика из этого стандартного положения. Никита Угай отходит от мяча. И смотрим, это удар. И можно набивание сыграть. Лыткин налетел тут прямо на вратаря и получает желтую карточку. Не смог я увидеть. Ну, давайте смотреть. Вот удар. С первой попытки не удалось зафиксировать. Мягкую передачу выполнял в сторону Филиппова, но не удается никак выйти сейчас. Что будет? Ну, тут совсем опасно, конечно, не разобрались игроки Сахалина. Ну и с ударом тут, конечно, не получилось. Ну, такого центрального полузащитника акцентировано на атаку. Смотрим, подача с углового! Ух ты! Момент футболисты гостей. Ну и в этом эпизоде Богдан Данилин. Ну и Баширов, по всей видимости, будет пробивать. Итак, дает свисток. Баширов бьет! И показалось, что мяч все-таки залетает в ворота, но нет. В этом матче, ну, Баширов все сделал, конечно, здорово. Нет, Турляков пробивал. Баширов просто вот рядом стоял, и в итоге не он пробивал. Молниеносно, и угрозу отвел. Продолжает атаковать Арктика. Будет ли подача? О, здорово тут накрутил Баширов. Доводит мяч до центра. И есть удар! Ну, мимо. Желтыми карточками, как это у нас случилось. Никита Гамзяков подает. Так, ну Лыткин же был там. Доиграть эпизод, доиграть. И угловой еще один будет. Ну и Владислав Плетнев дает финальный свисток. 1-0. С таким итогом у нас завершается данная встреча. Сахалин набирает 20-е очко. В следующем туре Сахалин дома сыграет с Вулканом из Петропавловска-Камчатского. Что касается Арктики, то она дома примет СШОР номер 2 из Комсомольска на Амуре.
Начинается второй тайм встречи 14-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения. Между Счет командами ШО номер 0-2. 2 город Комсомольск на Впереди Амуре команда и Арктика город Комсомольска Якутск. на Амуре. Счет после Мяч в центре первой поля. половины 2-0 в пользу команды ШО Башуров. номер 2 город Комсомольск на Амуре. Передает мяч Ковалеву. Ковалев возвращает. Я извиняюсь, Волошин передал Ковалеву мяч. Мяч Татарникова. Татарников делает передачу в штрафную площадь. Выходит мяч. Выходит вратарь из штрафной площади. Забирает мяч, делает передачу в центр поля. Снова мяч якутских футболистов. Они второй тайм начали более активно. Но мяч перехватили наши гости в центре поля. Ошибаются, не точно играют одна и вторая команда. Опасный момент. Прострельная передача у ворот Якутска. От ноги Ковалева мяч уходит на угловой. Смотрим, как наши гости используют очередной угловой. Подача, мяч штрафной. Мяч ходит снова. Наши футболисты убивают за линию поля. Мяч уходит на угловой. Гости разыграли мяч. Мяч штрафной. Наш футболист отбил. Турляков бьет в центр поля. Там борьба. Сивцев играет неточно. И Шпоростов отдает своему вратарю. Мяч в центре поля. Передача наполовину хозяев поля. И здесь Филимонов делает передачу вперед. И хозяева поля теряют мяч. Фефанов на Васильева. Башуров перехватил мяч. Угай. Башуров. Башуров передает мяч Гамзякову. Мяч у Гамзякова в центре поля. Делает передачу, неточную передачу. И гости снова с мячом. Фефанов. Мяч контролирует передачу вперед. Гамзяков перехватил эту передачу. И Сивцев играет неточно. Мяч в гостей. Угай. Опасный момент. Штрафная, прострел. И гол. Счет открыт. Хороший проход справа. Угай делает прострельную передачу. И Лыткин забивает ответный гол. Счет 2-1. Впереди футбольная школа города Комсомольска на Амуре. Мяч. Ворота команды Наши футболисты ШО молодцы, номер 2 город хорошую Комсомольск на Амуре атаку забил провели. номер 9 Лыткин Арсен. Удачную Команда Арктика передачу город сделал Якутск. Угай. Мяч снова Угая. На Лыткина сыграл. Но Лыткин неудачно остановил мяч и ушел. Мяч ушел за боковую линию. За боковой мяч выводят гости. Башуров потерял мяч. Снова мяч у Татарникова. Остался Татарников. Турляков на Угая. Угай теряет мяч.
И мяч у Васильев делает поперечную передачу на правый фланг. Гости справа начинают атаку. Но мяч ушел от гостей за боковую линию. Сивцев уводит мяч за боковой линии. Снова мяч у Лыткина. Лыткин играет неудачно. Васильев на Зайцева. Мяч у Зайцева. Васильева. И мяч от наших футболистов уходит за боковую линию. Рука была, штрафной. Пепилов мяч вводит в игру. Прострел в штрафную площадь. Хорошо играет Гамзяков. Выбивает мяч. Мяч не дошел до Угая. Мяч снова у наших футболистов. Теряет мяч. И мяч от гостей уходит за линию ворот. Это мяч от Зайцева ушел 8 номера. Лазарев вводит мяч на Башурова. Башуров теряет мяч. Опасный момент наших ворот. Абрамов бьет по воротам. Мяч забирает Лазарев. И вводит мяч в игру. И борьба. У Лыткина мяч забрали. Васильев. Лыткин нарушает правила. Давай, у тебя там стоит! Они тут наиграли уже, нафинтили! С мячом Бутько. Герой первого гола сделал хорошую передачу. Штрафную площадь с центра поля. И гости открыли счет на первой минуте. Это первая атака была. Сразу гол. Снова Абрамов слева. Прострельная передача в штрафную площадь. Гамзяков Никита выбивает мяч за линию ворот. Угловой. После углового, наверное, да? Гости подают. Угловой. Это Тан. Навес штрафную. Выходит из ворот. Лазарев забирает мяч и начинает атаку. Вводит сильно в центр поля. Мяч Турлякова делает передачу вперед. Но там никого нету. Мяч забирает Будько. Будько и снова у Будько. Здесь борьба. Волошин теряет мяч. Васильев делает неточную передачу. Ковалев. Татарников на Волошина. Лыткин делает передачу на Угая. Мяч Угая. Держит мяч. Делает передачу Татарникову. Татарников делает передачу в штрафную. Гости выбивают мяч. Здесь в центре поля. Ковалев убивает за боковую линию. У нашей команды замена. Левашкин Илья, номер 2, выходит. Команде «Арктика» Заменил Сивцева. Вместо игрока под номером 11 Сивцева Тимура на поле вышел Тимура. Левашкин Илья, Здесь номер 2. все перестановки будут, потому что Ребят, аккуратно, без рук! Левашкин играет центрального защитника. Сейчас посмотрим. Да. Ивашкин ушел в центр поля.
Баширов слева. Ковалев справа. Слева Баширов играет слева полузащиты, а Ковалев справа защитник. Зайцев передает передачу на Тана. Тан бьет, наши футболисты отбивают в центр поля. Здесь идет борьба, и Будько убивает за боковую линию. Филимонов вводит мяч в игру. Волошин. Мяч Волошина. Опасный момент. И от наших футболистов мяч уходит за ворота. Гости вводят мяч в игру. Капитан команды Шафаростов. Хорошо сыграл Волошин. Перехватил мяч. Мяч у Баширова. Делает прострельную передачу в штрафную. Опасный момент. И мяч уходит на угловой. Угловой. Угай подает. Болельщики поддерживают, болеют. Смотрим, как будет подача на ближнюю штангу. Опасный момент. Удар. И хорошо играет. Во втором тайме Вратарь сыграно 10 забирает минут. мяч. Но здесь Счет было нарушение правил. 2-1 в пользу команды Игра ШО остановлена. номер 2, город Комсомольск Вратарь на Амуре. ввел мяч в игру. Мяч в центре поля. Абрамов борется. Илевашкин перехватил мяч и выбил вперед. Мяч в штрафной площади. Старыгин забирает мяч. Вратарь команды гостей бьет сильно в центр. Идет борьба. Мяч. Хорошо сыграли. Ковалев. Филиппов теряет мяч. Гости делают прострельную передачу. Опасный момент. Удачно играет Лазарев. Забирает мяч. Мяч был в ногах Абрамова. Замешкался и вовремя вышел из ворот. Лазарев забрал мяч. Васильев попадает мячом Филиппова. И от Филиппова мяч уходит за боковую линию. Васильев вводит игру. Будько бросает в штрафную. Ковалев мяч убивает. Васильев головой играет в штрафную. Судья останавливает встречу. Нарушение правил. Я извиняюсь, неправильно выбросан аут. Аут выбрасывает хозяева. Филиппов. Волошин. Лыткин борется. Мяч в центре поля. Гостей. Васильев попадает в Филиппова. Мяч и уходит в аут. Аут. Мяч ввели. Гости потеряли мяч. Наши футболисты будут вводить мяч в игру. Мяч Филиппова. Смотрит, кому бросит мяч. Левашкин. Левашкин бьет сильно вперед. Здесь перехват. Мяч гостей. Смотрим. Хорошо Волошин сыграл. Забрал мяч. Филиппову отдал Угаю. Угаю сильно бьет в центр поля. Опасный момент. Баширов играет на Лыткина. Лыткин теряет мяч. Мяч остается у наших игроков. Татарников бьет
Ай, хорошо играл, пропускал мяч. Баширов, никто не понял его замысел. Мяч гостей. Ошибается. Опасный момент, удар. И на месте Лазарев. Ошибся Левашкин. Прострельная передача. Абрамов бьет по воротам. Хорошо сыграл наш вратарь Лазарев. Мяч гостей. Шафростов делает передачу вперед. Мяч в Зайцева. Здесь сыграл уверенно Гамзяков. Но передачу сделал неточную. Мяч ушел за боковую линию. Аут, бросание. Абрамов. Мяч уходит от Абрамова. Хозяева поля вводит мяч. Это Баширов делает. Бросает неточно. Гости перехватывают передачу. Ковалев выбивает мяч за боковую линию. Аут. Гости вводят мяч. Тан отдает Васильеву в центр поля. Зайцев. Зайцев сыграл неуточно. Лыткин. Мяч Лыткина. Баширов потерял мяч. От гостей уходит мяч за боковую линию. Никита Гамзяков бросает мяч вперед. Татарников. Вратарь гостей вел мяч в игру. Делает передачу в центр поля. Здесь борьба. И от хозяев поля мяч уходит за боковую линию. Хозяев поля замена. Команде «Арктика» произведена замена. Вместо игрока под номером 19 Волошина Ярослава в игру вступил номер 22 Команде Захаров «Арктика» Алексей. замена. Вместо вышедшего с игры Волошина Ярослава номер 19 в игру вступила номер 22 Алексей Захаров. Филиппов ввел мяч в игру. Татарников, Левашкин. И мяч от Левашкина выходит за боковую линию. Тен вводит мяч в игру. Абрамов. Мяч от Угая уходит за боковую. Угай выбивает мяч за боковую линию. И гости будут вбрасывать. Снова Тен. Прострел вдоль ворот. Лазарев вышел, забрал мяч и делает передачу в центр поля. Захаров. Филиппов. Наши футболисты теряют мяч. Мяч в центре, на половине хозяев поля. Бутько. Тана. Мяч. И от наших футболистов выходит мяч за боковую. Турляков потерял мяч. Гости вводят мяч. Васильев.
делает передачу вперед. Здесь хорошо играет Абрамов головой, но мяч ушел за линию ворот. От ворот вводит мяч Лазарев, Левашкин, Захаров. Захаров, Угай, мяч Угая в центре поля, борьба, Турляков, мяч у Турлякова, делает передачу на Филиппова, Филиппов на Турлякова, прострельную передачу, и мяч забирает Сапрыкин Владимир. Сапрыкин Владимир передает, бросает мяч на Владислава Шафаростова. Шафаростов передачу наполовину хозяев поля. И уходит мяч за боковой. Боковой показывает, что хозяев поля будет мяч. Счет 2-1 в пользу команды Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре. Баширов вел мяч. Угай. Ковалев. Угай. Лыткина. Захаров. Нарушение правил. Турляков нарушил правила. Все уже поздно, сами подумайте. То же самое, но там нам поставили, товарищ судья. То же самое. Будько устанавливает мяч. Тренер команды подсказывает новейший. Смотрим. Да. Какая ошибка вратаря. Никто не подстраховал его. И он ошибся. И Будько забивает мяч. Счет 3-1. Да, сегодня Будько сделал пас плюс гол. Вели мяч. Хозяева поля, центра поля. Угай. Филиппов. Ворота команды Арктика, город Якутск. Забил Ковалев. Соболевский Виктор, уходит за боковую номер линию. 15. Команда Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре. Счет 3-1 в пользу команды Шор номер 2. Мяч Будько. Вводит Савота. Хозяева поля снова вбивает мяч за боковой. За боковую линию. Будько, мы Да, все, номер. ходим. Он герой матча сегодня. Борьба. Захаров. Татарников. Гамзяков. Татарников. Захаров. Турляков. Была сделана передача вперед, но не точная. Мяч ушел за линию ворот. И Владислав Старыкин, Рейнин будет водить мяч от ворот. Сюда иди. Вот сюда, Сань, увидим. Сюда он будет бить, конечно. Давай. Гости водят мяч от ворот. Мяч в центре. Давай, Абрамов, давай. Ковалев делает передачу
на Угая. Угай играет не точно. Филиппов вперед. Мы видим, как сыграл Васильев. Спокойно головой остановил мяч и сделал передачу в штрафную. Здесь выходит из ворот Лазарев, забирает мяч, делает передачу Лыткина на Баширова. Баширов неуверенно остановил мяч, потерял, и снова мяч в центре поля Никит, готово. Пока. уходит за боковую линию от наших футболистов. Янг здесь справа, Черкашин слева. У наших футболистов замена. В команде «Арктика» город Якутск произведена замена. Вместо игрока под номером 20 Филиппова Айтала на поле вышел Черкашин Вячеслав, номер 12. В команде хозяев замена. 67 минута, да? Вместо Айтала Филиппова номер 20 вышел Вячеслав на поле. Вячеслав Черкашин, номер 12. Шире уйди! Ставь мяч! Ставь! Мы смотрим. Снова нарушение. Мяч Будько. Будько не оставил мяч. А нет, мяч Будько. Передача в штрафную. Борьба. Удар. Лазарев забирает мяч, ловит мяч. Смотрит, кому отдать. Вводит мяч в игру. Сильно бьет в центре поля. Идет борьба. И гости забирает мяч. Передача снова в центр. Захаров только что вышел на поле. Татарников боролся. Гости контролируют мяч. Тан делает передачу вперед на Абрамова. Абрамов прострельную, штрафную. И здесь хорошо играет Левашкин, выбивает мяч. Васильев подбирает мяч, передает Будько. Будько на Зайцева. Зайцев прострельную передачу в штрафную площадь. Опасный момент. И Татарников выбивает мяч за боковую линию. Бросают гости. Будько. Ковалев вбивает мяч на угловой. Угловой. Торопись, спокойно, пускай все придут. Подача. Удар. Еще надо, еще. И капитан команды Шафоростов бьет выше ворот. Хорошо сыграл в штрафной площади. Левашкин делает передачу на Баширова. Баширов от Турлякова. Турляков теряет мяч. И гости выбрасывают за боковой. Васильев. Васильев неудачно принял мяч. Ушел от него. Мяч ушел от Васильева за боковую линию. Замена.
команде гостей. На поле выходит Команде Шор номер Мельничук 2. Семен, номер произведена 6. замена. Вместо игрока под номером Поле 14 покинул Александр. Александр. На поле Булдыгин. вышел номер 6. Номер Мельничук 14. Семен. Во втором тайме сыграно 30 минут. Счет 2-1. 3-1, извиняюсь. В пользу команды Шор номер 2, Мяч. город Комсомольск на Амуре. Зайцева. Зайцев обыграл Угая. Сделал передачу в штрафную. Но здесь наши контролируют мяч в центре поля. На половине гостей были. Но Угай потерял мяч. Мяч ушел за боковую линию. Выбрасывание. Ковалева мяч. Ковалев ошибается мяч. Ошибся, потерял мяч. И от него ушел мяч за боковую линию. К мячу подходит Бучко. Вбрасывает на Меленчука. Меленчук не готов был принять мяч. И от него мяч ушел за боковую линию. Турляков. Судья помешал. Игру остановил. Свободный мяч. Судья отдает Татарникову. Татарникова Левашкину. Левашкина Ковалеву. Ковалев делает центр поля на Захарова. Мяч Захарова. Татарников вперед на Угая. Опасный момент. Угай обыгрывает в штрафной площади соперника. Но его страховал центральный защитник и выбил мяч за боковую линию. Да. Но в последний момент мяч попал в Угая, и от Угая мяч ушел за боковую линию. Будько вводит мяч. Ковалев убивает мяч за боковую линию. Команда гостей замена. На поле вышел Константин Гусев, номер 19. Команде Поле Шор покинул номер 2, город Комсомольск на Амуре. Произведена замена. Роман Вместо игрока Феофан- под номером 2 Фефилова Романа. На Фефилов, поле номер вышел 2. номер 19. Гусев Константин. Гамдяков вводит мяч. Хозяева вбивают мяч за боковую линию. Снова вводит мяч Гамдяков на Лыткина. Снова мяч уходит от гостей за боковую линию. Никита Гамдяков ввел мяч в член поля, да. Это Татарников. Татарников передает. Хорошо сыграл Захаров. Прострельная передача. Быстрая контратака наших гостей. Гамдяков перехватил мяч, передал Захарова. Захаров сделал неточную передачу. Мяч снова у наших футболистов. Ковалев. Мяч был у Ковалева. Васильев перехватил, тоже сыграл неточно. Сыграл неточно. Татарникова мяч. Левашкин.
Захаров. Татарников. Лыткин на Угая. Вовремя вышел вратарь команды Шорт 2. Владислав Старыгин забирает мяч в руки, вбрасывает на своего капитана Шафоростова. И мяч снова на половине хозяев поля. Абрамов делает передачу вперед. Мяч у гостей. Здорово играет пяткой. Мяч у Абрамова уходит в штрафную площадку. Гости теряют мяч. Наши футболисты выбивают мяч за боковую линию. Вам эту форму выдают? У наших команды произведена замена. Вместо выбывшего с игры Алексея Лазарова в игру вступил Иван Дегтярев, номер 1. Гости тем временем вели мяч. Команде Игру потеряли. Хозяева поля вводят игрока мяч. под номером 30 Лазарева Александра. На поле вышел номер 1 Дегтярев Иван. Опасный момент у наших ворот. Хорошо сыграл Ковалев. Перехватил мяч, сделал передачу на Угая. Угай на Татарникова. Нарушение правил было на Татарникове. Игра остановлена. Хозяева поля будут водить мяч. Заменку можно, заменку. Замена в команде гостей. Команде Шор номер 2, город Комсомольск-на-Амуре, произведена замена. Александр Вместо Калунин, игрока номер под 12, номером 8 заменил Зайцева Ивана Зайцева, на поле номер 8. вышел Калинин Александр, номер 12. Иди чуть выше. Илья, ну ты Замена в команде Команде Шор гостей. номер На 2 поле вышел произведена Евгений замена. Кулаков, номер 9. Вместо игрока под номером 10 Заменил Абрамова Ивана. Ивана Абрамова, номер На 10. поле вышел номер 9 Кулаков Евгений. давай, Жень, давай. Последние минуты сегодняшнего матча. Хозяева поля и гости сделали несколько замен, дали поиграть запасным игрокам, почувствовали, чтобы они почувствовали немножко ритм игры. И также Ребят, манишки накиньте, пожалуйста. помогли своей команде сравнять, одни сравнять счет, а вторые забить. Свежие игроки должны внести немножко темпа в игре. Игра перешла в монотонную игру. Моментов совсем перестало появляться то в одних, то в других ворот. Наши футболисты, вот мы видим, как Угай обыгрывает двух футболистов. Баширову передает, но сыграл не точно. Потерял мяч Баширов, и капитан Шафоростов делает передачу на Кулакова в центр поля. Кулаков теряет мяч. Мяч Захарова. Наши футболисты ошиблись. Здесь хорошо сыграл Ковалев, перехватил мяч, передал Татарникову, Татарников Лыткину, Лыткин Татарникову. Ну, хорошо, гости ошиблись, мяч достался Угаю, Угай разворачивается, убегает от одного, другого защитника. Идет. К основному времени матча добавлено 2 минуты. Гости нарушают правила. Штрафной.
Штрафной пробивает Никита Гомзяков. Ковалев хорошо делал подрезку мяча, но мяч рядом со штангой ушел за линию ворот. Гости быстро вели мяч от ворот. Шафоростов направо, получают снова передачу. Васильев, Шафоростов, Соболевский делает сильную передачу вперед. Наши футболисты перехватили. Захаров ведет борьбу. Мяч у Захарова. Обыгрывает одного игрока. Делает передачу. До Татарникова. Татарникова отбрасывает мяч Турляков. Но Турляков пробил мимо ворот. Васильев ошибается в передаче. Гомзяков. Угай. Ковалев. Здесь нарушение, 9-й номер нарушает от Кулаков, нарушает правила, в спину толкает Ковалева. И хозяева поля пробьют штрафной на своей половине. Но еще время есть, около 10 минут игры. Я извиняюсь. Закончилась встреча 14-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Закончилась игра Дальневосточного федерального со округа счетом по футболу 3-1. среди Победила команда юношей 2006 Шорт года номер 2, рождения. город Комсомольск Между на командами Амуре. Шорт Всего номер 2, доброго. город До Комсомольск свидания. на Амуре, и Арктика, город Якутск. Счет 3-1 в пользу команды Шорт номер 2, город Комсомольск на Амуре. Следующая встреча 16-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения состоится на стадионе Туймады 19 сентября 2021 года. Встретятся команды Арктика, город Якутск, и Локомотив, город Уссурийск. До встречи на футболе. Вы начинаете за моих
Добрый день. Закончилась игра между командами Арктика, Шор номер 2, Комсомольск-на-Амуре. Я пригласил на беседу главного тренера команды Александр Николаевич. Антон Николаевич, извиняюсь. Задаю ему несколько вопросов. Первый вопрос. За 2 встречи вы забили Арктике 5 голов головой с угловых и стандартов. Расскажите, как вы так, по всей вероятности, это вы установили рекорд России, мира, что в 2 встречах, да, дома и в гостях забить 5 мячей? Пожалуйста. Ну, у них такой возраст у ребят сейчас, что стандарты очень много дают, очень много влияют на что. И поэтому на стандарты это немаловажный фактор. Ребята росленькие, высокие, ведут хорошую борьбу, единоборство. И поэтому из этого качества нужно делать преимущества, которые у нас периодически получается. Если есть хорошая подача, то ребята набегают и получается забить гол. Ясно. И второй вопрос. До конца нашего первенства Дальнего Востока осталось 5 туров. Вы находитесь на 3-м месте. Как планируете закончить? Какие задачи вам поставлены на руководство? Потому что Комсомольск-на-Амуре всегда был спортивный город, хорошая команда в них была. И сейчас вот это я вижу, какая неплохая молодежь растет у вас. Ну, задач перед турниром никаких не ставилось. Так получается, что в каждой игре выходим и играем на победу. И сейчас, конечно, уже стараемся залезть как можно выше, все в наших руках. Если оставшиеся игры проведем хорошо и выиграем, то я думаю, что будем в тройке, это 100%. Спасибо, я желаю вам удачи. Спасибо. Давай. Спасибо, удачи. Пожалуйста. Один из лучших игроков сегодняшней встречи — Арктика Шор номер 2, Комсомольск-на-Амуре. Игрок гостей. Представься. Здравствуйте, Виктор Соблевский. Виктор, расскажи, сколько ты делаешь передач на тренировке, вот, диагональных, потому что у тебя очень здорово проходили вот эти слева передачи, и первая передача была твоя на первых секундах, когда забили гол головой. Да, тренирую, иногда получается, иногда нет, как бы дело такое. Да, стараюсь, тренирую, даю, вроде проходит, вроде все хорошо. А когда вы играли дома, ты тоже сделал передачи, с твоих передач забили гол или нет? Нет, я не давал передачу, я забил гол с углового. Прямо с углового? Нет, была подача, я замкнул дальнюю штангу. Ну, молодец. Следующий вопрос. Какие цели у тебя вот в футболе? Где ты видишь себя? Это развлечение, или ты хочешь посвятить футболу всю свою спортивную жизнь? Конечно, хочется пробиться куда-нибудь с Дальнего Востока. Надо показывать себе, хорошую игру показывать, и все будет. Главное — желание. Ну, я тебе желаю успеха в футболе, и давай, дерзай. Слева у нас проблема у сборной России. Готовь себя, левую ножку, все, да. Все, спасибо. Удачи тебе. У меня такой вопрос к вам.
Прокопий Владимирович. Прошлая игра, когда мы играли с с Сахалином, мы провалили первый тайм. И сегодня провалили первый тайм. Опять были стандарты, опять были голы в наши ворота. 3 гола забили сегодня, и 3-й гол то же самое получается стандарта. Как вы объясняли на установке ребятам, какие указания делали? Потому что это первый вопрос. Стандарты? Хочу услышать. Насчет стандартов, конечно, мы настраивали, что они будут уже подавать верхом. Я их настраивал, чтобы игроков держали поплотнее. Но я скажу, что первый гол, это получается, да, нам забили со стандарта, но не с углового, а с центра поля. Ну, как-то, я не знаю, какой-то шальной гол пропустили первый. Секунд. Да, на 40-й секунде я даже сам не понял, что там было. И вот, второй гол, получается, там, я не знаю, там прострел какой, даже не навес, а прострел, что ли, низом, и правый защитник попал по мячу, прошел мимо, и нам забили. Я скажу, что то, что я ребятам задавал, чтобы они-то такого грубой ошибки не сделали. Ну, чисто, я не знаю, там случайность или концентрацию там потеряли, вот, из-за этого пропустили. А 3-й гол? А 3-й гол, ну, 3-й гол там получается... Напомните, он... здесь штрафной. Нет, вот отсюда, здесь и игрок, ворота. да, там. игрок обыграл и прострелил с левой стороны, правильно? Там Ну да. и игроки не успели. Ну, там не стандарт. Ну почему? Здесь нарушение было. И пробивали стандарты. Но будем работать и исправлять, будем смотреть и разбирать, какие у нас ошибки были, чтобы в будущем таких. И второй вопрос. С Комсомольска на Амуре мы провалили первый тайм. И сегодня то же самое повторилось. Первый тайм мы сыграли безобразно в защите. Я считаю, что таких 2 гола это не должно быть. Да. В чем причина, что мы так неуверенно начинаем играть первые таймы? Ну, это очень такой сложный вопрос. Это и психология, и ребята уже подустали, все лето играли. И есть такие игроки, которые без замен играют и, ну, устают, накопленная усталость. Надо, не знаю, как-то какую-то программу менять, чтобы быстрее восстанавливались и чтобы в первом тайме так и сразу начинали играть. Пока так. У вас осталось 4 игры, правильно? Все правильно. 2 дома и 2 на выезде. Ну а как думаете, вот на финальный аккорд, как говорится, подняться выше сможете или нет? Вы же играете с прямым конкурентом с Океаном, я думаю, что с ними можно будет играть. Ну и зарубиться с Хабаровском здесь. Хабаровск на выезде. Хабаровск на выезде, извиняю. Как вы считаете, можно еще пополнить свой очковый багаж? Ну, я пока что ребятам даю задание. Ну, сегодня вот посмотрели, наверное, как уже совсем по-другому начали играть. Если сравнить с первой игрой и вот с сегодняшней игрой, то намного прибавили ребята и начали держать против такого хорошего прессинга. А то до этого у нас играли, грубо говоря, пинербол. Бей вперед, играй, придет. Но я сейчас на результат не работаю, постараюсь, чтобы ребята научились правильно играть в футбол. Конечно, будут ошибаться, но сегодня что показали, что ребята могут играть низом, и вы хотите из обороны низом, а то до этого все вперед и вперед. Если требовать сразу сейчас результат, конечно, хочется результат, но больше упор делаю на игру. Ну хорошо, я пожелаю вам удачи в дальнейшем, чтобы уйти с 9-го места, хотя бы подняться на ступеньку повыше. Да. Спасибо. Алыткина как зовут?
Наш собеседник, лучший игрок команды Арсен Лыткин. Арсен, расскажи, пожалуйста, почему так получается? Ты на поле находишься. У нас не меньше нарушений, у команды гостей не меньше нарушений было, чем у вас, да. Но те используют моменты, те забивают. Ты как нападающий. Что не хватает тебе, вот, или правильно выбрать позицию, или спортивное счастье, чтобы забить гол? Ну, я думаю, мне не хватает везения. Ну, мы, видите, 3 гола пропустили. Я считаю, это не голы, просто шляпы какие-то. Ну, вот это гол. Ну, надо цепляться, да. Я не отрицаю, что они цеплялись, забили. Хоть как-то забили. Нам чего-то не хватило, везения, я думаю. Ну, ты говоришь, что везение. Но я не увидел вот столько штрафных прострелов. Ты как нападающий, ты должен быть как наконечник, острию. На каждый мяч ты должен чувствовать позицию, вот выбор позиции в штрафной. Ты индивидуально вот на тренировках работаешь в штрафной или нет? Да, я работаю. Я большинство времени на дальней штанге и жду мяч там. Тренируюсь. Ну хорошо, Арсен, я тебе пожелаю удачи, чтобы ты пополнил свой бомбардирский результат, забил. Сколько ты забил? 5. Ну хотя бы 10 мячей в 4 играх. Давай, удачи тебе. Спасибо. Вам Давай.